выглядит сегодня участок улицы Пушкина. И такой простор с незначительными для этого места нарушителями – результат рейда Краевого Минтранспорта совместно с администрацией полиции города. Тактика работы выбрана особая – ежедневно на одном и том же месте в течение 2 недель мозолить глаза. И мы видим, что машин нет. Это говорит о том, что практически ставят люди одни и те же. То есть те, которые работают либо здесь, либо приезжают сюда надолго. Не такие, которые приехал, поставил и уехал. Потому что раз люди видят, что их каждый день убирают, они, естественно, перестали их ставить. И один в поле все-таки воин, ведь на борьбу с незаконно припаркованными авто пока выходит только один эвакуатор. И за день он увозит на штрафстоянку в среднем 7 машин, но скоро эта цифра увеличится втрое. Второй эвакуатор сейчас на оформлении, а третий на подходе. Его уже везут в Ставрополь. Такая эвакуация автомобиля нарушителю серьезно ударит по карману. Штраф 1500 за нарушение ПДД плюс оплата самого эвакуатора. В среднем выходит 2-3 тысячи рублей. А вдобавок еще и место на штрафстоянке платное – 20 рублей в час. Но владельца этой иномарки из тех, кто был поблизости, никому не жаль. Мало того, что он просто сплошной пересек, но он еще закрыл обзор для всех остальных людей. Тоже надо думать как-то, правильно же? И вот очередной припаркованный не по правилам автомобиль. Но водитель вовремя увидел полицейских и не успел выйти из машины. Поэтому отделался лишь штрафом и беседой. Раньше тут как бы стояночка была. Да никогда здесь не была стоянка. Это для вас была стоянка. Вот вы хотите себе ее сделать и делайте. Вы на знаке смотрите, которые на перекрестке висят? Там все знак. Остановка запрещена, эвакуация транспортного средства. Не, просто... Видно за километр, что работает эвакуатор. Полоса вся уже очищена. Осталось 2 машины. Нет, вы приезжаете, самый первый, становитесь и даете пример для того, чтобы другой ехал, рядом с вами тоже трамбовался. Параллельно борются и с другой проблемой – нелегальным такси. Активно занялись этим вопросом месяц назад. Уже изъято более 10 машин, которые ближайшие 3 месяца проведут на штрафстоянке. Сарафанное радио работает хорошо, и это только на руку краевому центру. Еженедельно за лицензией на перевозку пассажиров обращается по 150, по всей видимости, экс-нелегалов. Недовольные таксисты по-разному объясняют наличие шашки на своем автомобиле. Кто-то сразу же ее убирает, а кто-то проявляет смекалку и даже самопиарится. Работу ищу. Кому-нибудь что-нибудь может понадобиться доставить. Вот вам, допустим. Заключим договор и будут поставлять, доставлять. В Ставропольском крае на сегодняшний день выписано более 10,5 тысяч разрешений. Мы предполагаем, что порядка еще 2000 транспортных средств, которые работают нелегально. Тем, у кого с разрешением все в порядке, но цвет машины не желтый, выписывают предписание и дают месяц, чтобы перекрасить авто. Если этого сделано не будет, разрешение на перевозку аннулируют. Но до сих пор реагировать на это спокойно таксисты не могут. Я гражданин этой страны. Что мне закон дает? Что мое государство делает для меня? Образование, медицину. Исполняет что-то государство? Почему государство требует тогда от граждан своих исполнять то, что оно просто придумало? Можно подумать от того, что машина не желтая, она технически неисправна. Так или иначе, законы нужно выполнять, а потому борьба и со стихийными парковками, и с таксистами-нелегалами продолжается. Мария Рогатнева, Денис Фазылов и Владимир Киташенко. РЕН-ТВ Ставрополь.